первый тренер, наш заслуженный тренер Республики Бурятия теперь, Блохин Игорь Александрович, сам ездил, поддерживал своего ученика. И сегодня буквально с поезда прямо сюда приехал. Просим встретить. Сегодня у нас мать Светлана Борисовна Любимская, заслуженные наши поздравления Светлане Борисовне, потому что ее сын прославляет нашу Яравна в первую очередь, конечно, Бурятию, ну и всю Россию, потому что на этот чемпионат мира сборная Россия завоевала первое общекомандное место. Благодаря вот нашим... Первый чемпион мира выходец из Яравнского района. Это очень нас радует и убеждается, что те вложенные средства в спорт и спортивное движение, если результаты, еще, наверное, депутаты согласятся, да, еще охота дальше поддерживает. Но, наверное, слово предоставим, наверное, первому тренеру, который буквально с поезда приехал, с дороги. Мы, администрация и спорткомитет специально направили его, чтобы он посмотрел, поучаствовал в дух чемпионата мира, чтобы в дальнейшем этот спорт еще более развивался в нашем районе, в нашей республике. Пожалуйста, Игорь Александрович, вам слово. Здравствуйте. Ну, я только приехал сейчас. Сразу с поезда сюда, на маршрутке, с маршрутки сюда. Ну, соревнования проходили в Тюмени 21 по 23 ноября. Прибыло 22 страны. Участников я точно не знаю, но много было участников. Ну, Сергей выступал 95 килограммов. Ну и стал победителем в этой категории. Так, у него было 6 соперников. Второе место занял латвиец, он поднял 54 раза. А третье место занял армянин, он где-то 42 раза поднял. Сергей поднял 70 раз. Упражнение длинный цикл. 2 двухпудовки. Он сам не удовлетворен этим результатом, потому что он готовился на большее, и что-то не пошло у него. И выполнил тот же норматив, он в принципе поднимал столько раз, и как бы на этом месте остался. И он расстроился, как будто такое ощущение после выступления, как будто он проиграл. Сидит, голову повесил, я повесил, нормально все. Выиграть-то выиграл, конечно, но у него свои, какие-то планы в голове были. Хотели выполнить норматив мастер спорта международного класса, там надо было 82 раза поднимать. Но маленько не хватило сил. Но сейчас на данном этапе Сергей сейчас приедет, и 16 декабря он уходит в армию, поэтому будем еще провожать его в ряды российской армии. Но хотел бы пожелать, чтобы он как бы здесь остался и тренировался. Также перерыва не было, чтобы он выступал. Если перерыв будет, ему тяжеловато будет, конечно. Уровень высокий в России. Продержаться на таком уровне сложновато будет, если он пропустит. А в прошлом году на чемпионате мира он тоже стал чемпионом? Да, он выиграл. И Европу он выиграл, вторым стал. И мира тоже. И мир выиграл. Среди вторым, да? Ну, Европу по мужикам он, да, выиграл. Но там несколько вариантов есть. Ему попасть в спортивную роту или в центральный спортивный клуб армейцев. Тем более таких людей, наверное, мы надеемся, что... Ну, давайте ощущения матери послушаем. Что вы ощущаете? Мне вообще удалось посмотреть вместе с Батыром Немаевичем Ползановым онлайн-трансляцию выступления. Потому что все 3 дня шла трансляция в интернете на сайте Гирипол. Полностью шла в режиме реального времени. Так получилось, что мы как раз посмотрели это все
Ну, знаете, как ощущение, наверное, это когда все трясется вот так внутри. Ну, очень переживаешь в этот момент, конечно. С одной стороны, жалко, что он не достоял, он 9 минут стоял, а 70 подъемов он сделал за 9 минут. Конечно, жалко, но и реально понимаю, что, в принципе, первое место уже есть, а до норматива мастера-международника уже как бы не хватает. Но тут была причина в том, что дважды отложили старт, и спортсмены понимают, что такое уже как это перегореть. По достижению идут как бы за счет Тюмени или Бурятии? Двойной. Туда и сюда. Третий равно. Игорь Александрович, а вообще есть сейчас вот такие парнишки, вот как, именно как Сергей, что вот могут добиться? Это из Ну, в нынешних. дальнейшем сейчас я на России готовлю двоих. Это Павлов Володя и Верхотуров Артем. Ну, сейчас поговорю с ребятами, вот, вдохновение им дам. Скажу, вот, что можно сделать в этом зале. С этого зала можно уже подняться на большой арену. Ну, Сергей, конечно, был сам по себе такой крупноватый. Он пришел ко мне в 7 классе, он уже 71 килограмм вешал уже. Довольно-таки крупный, но очень сильно выделялся среди сверстников. Но мы ничего, ни методику, ничего не знали, вот так ездили. Я садил на свою машину и возил их. Сергей Трофимович заиграл в Север. Ну, в Кабас там посмотрю туда-сюда. С камеры постоянно ездил. Снимал все, запоминал. Мы раза 3 только технику меняли, подъемную вещь. Перестраивались. И так постепенно, потихоньку осваивая азы боевого спорта. Ну, Сергей, он сам по себе такой, ну, как сказать-то, целеустремленный человек очень. Он всегда добивается цели. Ставит себе планку и идет, несмотря ни на что. Сергей выступал на помосте, а наш Василий выступал же в жонглировании на чемпионате мира. Там их 3 ребят. Очень-очень приятно, когда два ученика твоих прямое отношение имеют к чемпионату мира. Небольшой подарок маме. Букет. Поздравляю с наилучшим пожеланием. Ну и первому тренеру, видимо, Химарен не хватило ему маленько. Чтобы всегда у него было успешно, удачного. Тяжелый вид спорта. Мы в Иранском районе всегда знали, что у нас гиревики есть. Это началось с турнира в честь организации матча при поддержке Царина Рудневича. Вы все в курсе, да? 6 лет буквально прошло, у нас уже двукратный чемпион мира. Мы все рады. Спасибо депутатам, всегда поддерживают спортивные мероприятия. Мы рады и готовы. Хоть куда, хоть в Краснодар, куда, как Россия. Кронштейна далеко мы отправим. Даем слово. Спасибо всем. Народ